А чем занимается филармония? Вот это самое главное, конечно. Незнание зрителей, незнание общества вообще в России. Филармония занимается продвижением ценностей мировой культуры, обеспечивает единое культурное пространство, светское культурное пространство стран, которые претендуют на то, что они демократические, на что они развиты, на то, что они развиты. Поэтому мировые имена Моцарт, Чайковский, мировые имена Тока, Кенденбиль — это мировая классика. Чайковский, Бородин — это не русская классика, это мировая классика. И Тока, Кенденбиль — тоже мировая классика. И мы продвигаем, обеспечиваем единое культурное поле Российской Федерации, где существует очень много разных народов. Башкиры, татары, Кавказ, там сотни национальностей. А Россия — это страна, которая входит в 8-ку великих держав. И мы, конечно же, имеем право знать ценности мировой культуры, Моцарта, конечно же, Бетховена, конечно же, Току, Черголола. Это все мировая классика. И наше дело только одно — обеспечение единого культурного поля цивилизованного государства, а не какой-нибудь национальной окраины. Мы национальная окраина Российской Федерации, мы тувинцы, но мы члены, равноправные члены народов Российской Федерации и всех народов мира. Поэтому у нас и классика, поэтому у нас и джаз, поэтому у нас и сохраняем, конечно, традиции духового исполнительства, классического исполнительства, развиваем. Конечно же, развиваем хоккей, спорт номер 1 в Российской Федерации, из зимних видов спорта. Поэтому у нас, конечно же, мы работаем с великими людьми Российской Федерации и мира. Игорь Бутман, например, который был 18-го в понедельник здесь играть. Мы хотим на льду показать ему музыку. И мы хотим сыграть с Игорем Бутманом его концерт в театре. Сейчас ребята готовятся к музыке на льду через хоккей, потому что очень много сил надо иметь, чтобы дышать, чтобы было сильное дыхание. Тела очень должны быть сильные, конечно. Легкие очень должны быть развиты. Конечно, не должны болеть, несмотря на грипп. Очень крепкие, легкие нужны ребята. Им надо долго работать, у них работы много.
развивать симфонию, симфонический оркестр, духовой оркестр, джаз-бенд. Для этого нужно отменное здоровье. Поэтому ребята взяли серьезно за свое здоровье. А вообще, конечно, у меня мысль для людей знатоков, для специалистов и для людей ценителей и, скажем так, людей, которые умеют понимать нюансы. Интеллигенция, она, знаете, я против того мнения, что интеллигенция, она вшивая. Со своими этими заморочками, со своими этими скупостью своей. Интеллигенция очень такое отношение складывается в нашем обществе. В нашем обществе сейчас на первом месте ценятся бизнесмены, политики, экономисты, финансисты. А на самом деле без интеллигенции никакое общество не будет стоять. Без интеллигенции общество потеряет страну, растратит богатство, территорию. Интеллигенция только держит традицию. И интеллигенция далеко не слабая. Интеллигенция прошла ГУЛАГи и осталась, сохранила всю культуру. Интеллигенция — это очень сильные духом люди. А в отличие от других, которые без денег, без власти, ничего не могут. Интеллигенция — это те, которые на нуле из ничего делают красоту, создают из ничего. Поэтому интеллигенция, она разная. Здание филармонии построено в 1934 году специалистами из Питера. Их пригласило сюда вместе с тувинским правительством. Это, конечно, была работа внешняя Министерства иностранных дел Российской, Советского Союза. Это был клуб для советских граждан. Для контингента советских граждан, которые работали тогда в Кызыле. Их было много. Там были врачи, учителя, не только врачи. Конечно, там была еще и службы все. Вот это был дом советских офицеров. В 1940 году состоялся акт приемки этого здания. И в этом здании впервые начали заниматься музыкой. В 30-х годах, в 1934 году.
наши ветераны, наши знаменитые аксакалы, это Максим Унзук, Николай Азыев, Пандын Константин, Кычек, Красный там, Севен, дедушка мой. И вот это они там начали впервые учиться аза музыки. Светская музыка, вообще светское искусство, танец, театр, музыка началось в этом здании. Не было тогда никаких театров, никаких филармоний, а была общая просто концертная эстрадная бюро. С 1941 года это здание стало военкоматом, откуда уходили все фронтовики. Это русскоязычные фронтовики, советские граждане. В 1943-м ушли в добровольцы с нашего здания. В 1934 году, в 1940 году состоялась приемка этого здания, зафиксировано по воспоминаниям Севена и других ветеранов. Само здание построено точно в 1934 году. И с учетом особенностей акустики, до сих пор зрительный зал имеет ту же акустику. Yeah.